Данный видеоролик не преследует цели задеть или оскорбить чьи-либо чувства. Ролик был создан исключительно в образовательных и познавательных целях. Берегите себя. Лидер непередастов Ахмед Пагоров находится в плачевном состоянии. Лидер ингушского протеста Ахмед Пагоров, находящийся в СИЗО, нуждается в лечении, но не может добиться оказания ему необходимой медицинской помощи. Об этом в Фортанге сообщил адвокат Пагорова Магомед Гагиев. Адвокат напомнил, что после повторного ареста Пагорова в мае его состояние резко ухудшилось, в частности подскочило артериальное давление. Его госпитализировали, но позднее прямо из больницы примерно на 10 дней поместили в ВВС города Ессентуки. Там подсудимому становилось плохо, и ему вызывали скорую помощь. А после перевода в СИЗО его поместили в самую плохую камеру, что усугубило его состояние здоровья. В связи с этим я обращался с жалобой на имя начальника СИЗО и просил перевести Пагорова в нормальную камеру с соответствующими условиями, которые обеспечили бы соблюдение его прав, сообщил адвокат. В течение недели его перевели в более приемлемую камеру. В настоящий момент жалоб на условия содержания у нас нет, но есть вопросы по состоянию здоровья, у Пагорова ряд серьезных заболеваний. Естественно, я обращал внимание, в том числе и следствие, на то, что в условиях СИЗО невозможно проводить обследование и лечить этих заболеваний. Эта проблема сохраняется до сих пор. Напомним, 25 мая суд решил перевести Ахмеда Пагорова под домашний арест, но уже на следующий день он из-за ухудшения состояния здоровья был доставлен в больницу, куда за ним прибыли силовики, чтобы вывести на допрос. 26 мая поздно вечером прошло судебное заседание, на котором было решено вернуть Пагорова под стражу. После повторного ареста его состояние здоровья ухудшилось. Митинги против соглашения о границе между Ингушетией и Чечней проходили в Магасе с осени 2018 года. В марте 2019 года они обернулись столкновениями с силовиками и задержаниями активистов. Всего были арестованы 46 человек, большинство получили реальные сроки по обвинению в насилии к представителям власти. На скамье подсудимых также 7 лидеров протеста.